Мы будем верою и правдой служить России. С таким девизом эти похожие на пионеров ребята, но только в бежевых комбинезонах, живут с 2016 года. Именно тогда в нашей стране была создана юнармия. Сегодня только в Ингушетии почти что 2000 школьников присоединились к патриотическому движению. На протяжении 3 лет они участвуют в различных патриотических, экологических и благотворительных акциях, помогая своей республике и стране. И теперь у них появился свой собственный дом. Торжественную ленточку перерезает самая младшая участница юнармии. Под гимн России они принимают поздравления и клянутся в верности своей родине. Клянусь всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству. Следовать устав юнармии, быть честным юнармейцем. Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. После торжественной части ребята отправляются на экскурсию. Несмотря на то, что дом юнармии занимает лишь этаж воинской части селения Троицкое, он полностью оправдывает свое название. Ведь здесь ребята могут и вправду почувствовать себя как дома. Большое количество кружков, класс хореографии, пения, иностранных языков. И, конечно же, куда без физической подготовки. Интересно здесь находиться, потому что мы будем помогать людям, то есть садить деревья всякие, ухаживать за памятниками. Мне это нравится, помогать природе, людям. Я, в принципе, сама добрый человек, и я с многими друзьями уже тут познакомилась. Мне тут очень нравится. У нас открыт юнармейский сектор парка «Патриот», военно-политического парка «Патриот», где уже мы с нашими детьми проводили занятия, там и полоса препятствий, метание ножей, сборка автомата, запуск квадрокоптеров и многое-многое другое. Помимо того, что здесь, на территории части, мы выезжаем на полигоны. На полигоны там катаемся на военной бронетехнике, смотрим, наблюдаем, как наши, ихние родители достигают каких-то там высоких результатов в своих конкурсах, аплодируют, все это дело поддерживают. Но это интересно, и когда ребенок ходит из дома в школу, со школы домой, это одна позиция, да, когда он помимо школьной работы, еще как-то всесторонне развивается. Экскурсию для ребят проводит подполковник Геннадий Секунов. Особое внимание юнармейцев привлек военный музей, в котором хранятся найденные в ходе раскопок поисковыми отрядами ценные экспонаты. Остаток большой берцовой кости мамонта. То есть 2,5 миллиона лет назад по лесам холмистой части Ингушетии, не по высокогорьям, а по холмистым, по небольшим горам, ходил так называемый лесной слон. Мамонт, но маленький. И вот это остаток берцовой кости. После экскурсии юнармейцев ждет первое собрание в собственном доме. Обсуждают подготовку к 25-летию со дня образования Горского кадетского корпуса. В общем, планов много. Как и у самих ребят, так и у руководства юнармии. Открою маленький секрет. Готовимся мы к тому, что это уже в масштабе, конечно, всей России. Готовимся мы к тому, чтобы стать государственной уже организацией. И у нас перед нами стоит задача. До 9 мая мы должны увеличить нашу численность, наш должно стать 4600 как минимум. Это из общего числа потенциальных юнармейцев. Очень приятно, что у нас есть такие будущие защитники Отечества. И поэтому еще хочу акцент сделать, что данная часть, она боевая. Это выполняют те условия боевые на Северном Кавказе, одна из лучших частей. Поэтому им есть на что смотреть. Им есть держать эту планку. Руководство юнармии уверено, что открытие подобного дома в первую очередь повысит престиж службы в армии среди молодежи. Ведь в этом лагере юнармейцы смогут полностью погрузиться в атмосферу службы в рядах вооруженных сил России.